Мы находимся в деревне Эжелты. Таких деревень в Республике Коми сотни, но в ней есть своя особенность. Сама деревня находится на въезде к Коквицкой горе. Гора – это, конечно, не огромный холм, а некая возвышенность. С трех сторон ее огибает Вычегда. Здесь расположены древнейшие коми-поселения – Коквицы, Кажмудар, Туискерас, Эжелты. Я слышала даже такую легенду, что вот потерялась Зарнянь, там древняя богиня Коми. Говорят, эта древняя богиня закопана на нашей Коквицкой горе. Как бы здесь находится, и говорят, когда найдут эту богиню, то Коквицкая земля возродится. Я присела на этот огромный камень не от того, что устала. Многие люди на протяжении сотен лет проделывали такой обряд. А почему, я вам постараюсь рассказать. Ыджид-Из – так по Коми называют этот камень деревенские жители. Когда и как он появился в Эжелты, никто не знает. Можно предположить, что его просто вытеснило из земли перепадами температуры. Местные же считают, что именно на этом камне приплыл в их земли Стефан Пермский. С детства помню, мы здесь играли, она здесь, наверное, женского рода, говорят, что камень этот женского, женщина как будто. Это маленькая, мы было еле-еле лазаем, друг друга было поднимаем, там сидим, там дырочка, кашу там с песком. Всю жизнь вот так вот и был, не тонул глубже, и все. Вот. Так что главное, он и не отделяются, хотя и дожди идут, все, и тепло бывает, а вот не отделяются камни эти. По всему миру раскидано огромное количество чудо-валунов. В России их называют следовики. На камнях обычно проступают отпечатки человеческих рук или ног. На загадочном камне проступает огромный человеческий след. В народе их называют стопами Богородицы. Считается, что если умыться водой из этого углубления, то отступает любая болезнь. Много людей приходит лечиться к большому камню. Валун дает исцеление от женских болезней, зубной боли и множества других недугов. Мужчины прикладываются больными местами, а женщины усаживаются. Говорят, помогает. Главное – верить в это. Приезжали с Виляги, это Вилять-то где? Это в Архангельской области. Вот 11 сентября у нас здесь Иван Постный праздник. Лавочка была такая, пуговками, всякими торговали там. Камень еще немножко там ломали для лекарства от зубов и от всего, говорит, и тащили себя. Женщины по женскому болезни, вот прямо голой попой туда садились, да, сидели там, и вот помогали. Возможно, целительная сила камня возникла благодаря молитвам и поклонениям большого количества людей. Не зря ведь подобные места называют намоленными. А большой замшелый камень, напоминающий гигантское животное, давно стал местной святыней. Его даже хотели внести в некую туристическую карту достопримечательностей Коми. Приезжали, говорят, какие-то молодые люди. Была у них инициатива здесь поставить памятник Пера богатырю. Ну, что-то местным-то это не понравилось. Все-таки раньше здесь стоял крест, а Пера богатырь к нам никакого отношения не имеет. Сейчас рядом с валуном возвышается 4-метровый крест. Его поставили и осветили года 3 назад. В начале прошлого столетия крест уже стоял рядом с камнем. Но во времена искоренения христианских святынь в 30-е годы 20-го столетия убрали крест и также легко думали отделаться от камня. Комсомольцы хотели вырыть плод Стефана и сбросить его в воду. Но чем глубже они копали, тем огромнее становился валун. Оказалось, из земли виднеется лишь верхушка Ыджид-Иза. А кто знает, может быть, это пик огромной каменной горы.